В госпредприятии Кыргыз-Темиржолу незаконно выводили деньги при осуществлении госзакупок. Об этом сообщает антикоррупционная служба ГКНБ. Задержаны 4 человека, среди них и бывшие, и действующие сотрудники госпредприятия, а также один представитель компании-поставщиков. По данным АКС, ответственные лица Кыргыз-Темиржолу в сговоре с подконтрольными хоссубъектами закупали товары и услуги по завышенным ценам, и 15% от суммы заключенного договора в качестве отката передавали бывшему руководству госкомпании. О размере ущерба не сообщается, но отмечается, что по результатам судебной экспертизы и аудита счетной палаты только по отдельным закупкам был установлен значительный материальный ущерб государству. Как идет цифровизация в системе ГРС? Сегодня президенту Сооронбаю Жээнбекову рассказал председатель этой службы Акын Мамбеталиев. По его словам, разрабатывается и внедряется мобильное приложение iGov, с помощью которого граждане посредством удаленной идентификации смогут получать государственные и муниципальные услуги. В этом приложении будут охвачены электронные документы, водительское удостоверение, техпаспорт автомобиля, ID-карта. Также с помощью этого приложения в рамках проекта «Безопасный город» у граждан будет возможность идентифицировать себя и в цифровом формате предъявлять документы сотрудникам правоохранительных органов. Также будут охвачены услуги по линии паспортов, ЗАГС, банковских и других услуг. Рассказал Мамбеталиев и о том, как реализуется проект «Санарип Аймак» «Цифровой регион». Программа посредством системы межведомственного взаимодействия «Түндүк» позволит объединить все данные по каждому айлык-мөтü и гражданину. Сельчане смогут получать те или иные госуслуги, не приезжая в районные центры. Также глава ГРС сообщил, что до конца этого года планируется открыть несколько новых центров обслуживания населения в регионах и 2 автоцона в столице. На сегодняшний день до конца года регистрационная служба планирует открыть дополнительно 5 центров обслуживания населения в регионах. Это на Искуле, в Нарыне, в Баткене, в Джалалабаде. Также планируется открытие проекта это по деятельности госучреждения УНА по части регистрации транспортных средств и водительского состава. Автоматизированные системы уже внедрены. Сейчас будет проходить процесс облегчения, получения водительского удостоверения и регистрации транспортных средств. Также по регионам будет переформатирование 3 автоцонов. Это город Каракол Искульской области, в городе Талас Таласской области и в Жаильском районе Чуйской области будут дополнительно открыты автоцоны по республике. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал закон с поправками в Уголовно-процессуальный кодекс, направленными против семейного насилия. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Напомним, эти поправки были приняты Жогорку Кенешем месяц назад. И согласно ним, теперь, если есть малейшее подозрение, что человек может совершить семейное насилие, его могут задержать на 48 часов. Если в нетрезвом состоянии или даже в трезвом, он угрожает членам своей семьи, если есть основания предположить, что он может продолжить совершать издевательства, побои, оскорбления и унижения, милиция вправе изолировать его на 2 суток. Целью закона, как отмечается, является принятие неотложных мер по пресечению фактов семейного насилия. В Чуйской области за нарушение правил карантина наложено штрафов на общую сумму 135 тысяч сомов. Об этом во время онлайн-брифинга сообщила заместитель полпреда правительства в области Светлана Волкова. Согласно информации, проверено 683 объекта. На основании проведенных проверок по соблюдению и выполнению санитарно-эпидемиологических норм и правил выдано 472 предписания. Дано 45 предупреждений, выписано 96 штрафов. Кроме того, всем субъектам предпринимательства были выданы санитарные предписания. В Чуйской области за время пандемии коронавируса проведено 38 заседаний оперативного штаба. Для решения соответствующим структурам были даны протокольные поручения. На 5 июня в области количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса составило 141, из которых 35 завозные, 106 местных случаев. 37 граждан находятся под медицинским наблюдением. С выздоровлением выписано 100 человек. Сейчас они на домашнем карантине. По недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции к работе стянуты 3024 специалиста.
Эпидситуация в Бишкеке остается напряженной. В связи с этим республиканский штаб рекомендует столичному муниципалитету усилить все контрольно-санитарные эпидемиологические меры. На рынках наблюдается высокий риск инфицирования. Большинство граждан не соблюдают масочный режим и дистанцию. Сегодня в стране начали курсировать междугородние и межрегиональные автобусы и маршрутки. Соответственно, ожидается увеличение количества гостей столицы с посещением их рынков и других общественных мест. Каждый приезжающий гражданин, как считают в штабе, должен быть под строгим медицинским контролем. В салонах общественного транспорта пассажиры должны соблюдать масочный режим. Вместе с требованием от граждан носить маски в штабе отмечают, что отечественным компаниям необходимо оказать содействие в быстром запуске производства масок и антисептиков. На сегодняшний день все основные виды экономической деятельности возобновили свою работу. Соответственно, всем взрослым пришлось выйти на рабочие места. Ну тогда с кем оставить свое чадо, своих деток? Таким вопросом задались мамы и папы и обратились в муниципалитет. Еще с 20 марта все детские сады были закрыты на карантин. И все это время дети находились дома на попечении родителей, либо же с бабушками и дедушками. Ну, наконец, по предложению мэрии, республиканский штаб согласился дать разрешение на работу детских садов. Однако на территории мы видим только сотрудников, никаких очередей из мам, пап с детьми. Все, наверное, потому, что все-таки опять вся подготовка не была сделана заранее. Кубанычбек Чамгарчиев без 15:08 утра был уже у ворот садика, который посещают двое его сыновей. Но вахтер сообщил, что сад закрыт, и сегодня ожидают комиссию. Вот уже который день все чистят, дезинфицируют, наводят порядок и красоту. Но пока проверяющие не дадут отмашку, деток не принимать. Мол, такое распоряжение руководства. Зачем тогда было сообщать о начале работы детских садов с 5 июня, непонятно, сетует Кубанычбек. Но в родительском чате группы написали именно про 5 число. Считай, потерял 2 часа времени. Теперь снова ехать домой, отвозить мальчишек и опаздывать на работу. В каждом садике что-то родителям другое говорят. Приезжаешь, получается так. А вам воспитательница звонила, что начинаете работать? Или вы узнавали сами? У нас же есть там общая группа, там WhatsApp, это все, вот, родители все общаемся. И, давно уже, неделю назад уже говорили, что с 5 работаем. А мы тоже удивлялись, почему с 5, хотя бы с понедельника сделайте. Нет, сказали, с 5, с пятницы приходим. Қанша досың бар балабақшада? 10. 10 досың бар. А во что вы играете в садике? Тренировки. Маленькая Кира вот уже неделю собирается в любимый детский сад, рассказывает мама Елена. Наряжалась, взяла с собой сумочку. Обида и разочарование на детском личике. Только зря ждала. Теперь надежда на понедельник, утешает ее мама. После почти 3 месяцев, проведенных дома с ребенком, дела в запущении. Ну и сегодня долгожданные запланированные поездки Елене придется отменить. Как так? Вот, допустим, ребенок мой, да, вот она собирается уже неделю в садик. Я ей обещаю, что вот завтра, послезавтра. И мы приходим, наш воспитатель говорит, нет. Нас там берут анализы. Ну, неужели это нельзя было сделать там заранее, за несколько дней? Ведь садики там они обрабатывали уже с понедельника. Мне кажется, это можно было уже давно сделать. Справочку, расписку мы все подготовили. Мы прям исполнительно, мы все приготовили и пришли в детский сад. Но нам сказали, идите домой. Принесете справку еще одну в понедельник. Вот сейчас 2-й раз мне тащить ребенка опять в поликлинику. Ну где логика? Я вот не очень хочу, допустим, еще раз тащить здорового ребенка в поликлинику. Впрочем, справедливости ради, надо сказать, что по факту дошкольные учреждения работать начали. В столице насчитывается 85 муниципальных, 13 подведомственных и порядка 160 частных детских дошкольных учреждений. По каждому району процедуры подготовки курируют социальные отделы акимятов. Ответственные чиновники 2 дня назад провели с руководителями садиков встречи, где рассказали, что необходимо сделать по части подготовки зданий. Это дезинфекция, обеспечение средствами для поддержания санитарии и гигиены и обязательная проверка всех сотрудников на коронавирус. Но оказалось, что не все частники введены в курс дела. Многие наши родители звонят. Не все, конечно, часть клиентов, которым действительно некуда девать. Это вот работники банков, у нас есть в органах, вот им совершенно некуда девать.
Хотя мы понимаем, А так всех конечно. предупредили, что сегодня не работаете, да, Да, всех мы сегодня родителей, да? вообще не работаем 5 числа, потому что сказали еще, возможно, даже переиграют, возможно, и не откроют. Я вчера тоже в соцсетях прочитала, Что надо сдавать анализы, что да? надо сдавать анализы, но официально нас об этом не уведомили. Тем временем, кроме требований, всем директорам наглядно растолковали и статьи законов со всеми вытекающими последствиями. Ведь дело касается здоровья детей. Штрафы от 1000 сомов за элементарное отсутствие антисептиков и мыла до 220 тысяч или лишение свободы на срок до 5 лет в случае неосторожного нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее за собой массовое заболевание. Немногие решились взять на себя такую ответственность. Другие уже второй день сдают анализы на COVID-19. Я работаю администратором частного детского сада. Сказали, что надо сдать анализ. Вот как только будут наши результаты готовы, так мы и сможем сразу приступить к работе. Для сдачи анализа воспитателями, нянечками, поварами и прочими работниками дошкольных учреждений привлекли мобильные медбригады. Это Свердловский район Бишкека. Накануне забор материалов для ПЦР был взят у сотрудников муниципальных садиков. Их в районе 17. 15 в строю, 2 на ремонте. Сдали анализ примерно 7 сотен человек. Сегодня сдают работники частных садов этого района. Их, согласно реестру Министерства образования, 61. Процедура бесплатная для обеих категорий. Так сказать, поддержка государству. Проводит ее методом пулирования, то есть объединяют взятые материалы нескольких человек и исследуют совместно. Если даже хоть кто-то один болен, тест покажет. Будет перепроверка всех по отдельности. А если анализ чист, значит здоровы все из этой партии. Так быстрее. 38 работников детской дошкольной организации номер 162 уже сегодня получили свои отрицательные результаты. Сюда сегодня тоже приходили некоторые родители и малыши, но здесь ждут проверяющих. Да, государственное разрешение даст, все будем работать. Воспитатель будет звонить, не переживайте, ждите. Заместителю акима Свердловского района по соцвопросам Асель Садыковой прямо от самых ворот сотрудники детсада рассказывают пошагово, как здесь будут встречать ребята и их родителей. Последние, кстати, дальше этих ворот никуда не пройдут. Передадут ребенка врачу вместе со справкой от педиатра и останутся за забором. Малышу же измерят температуру, сделают визуальный осмотр и поведут в группу. На данный момент мы заказали коврики. Пока коврики нам не привезли, мы постелили тряпочки, смоченные в 0,2% растворе хлорофина. Без следствия. Поэтому, чтобы все проходили, как положено, обрабатывали. Здесь мы повесили антибактериальное средство. Локтевой дозатор. Можете попробовать. Нет, вот так. Ага, рукой. Ага. Прямо жмите. Ага. Еще. Согласно инструкции, главное не заводить ребенка с симптомами в здании, если показатели завышены уже с утра по прибытию. А если признаки болезни проявились в течение дня, перевести малыша в изолятор. Но в садике он комфортный и не страшный. В групповых комнатах тоже стоят санитайзеры. Воспитатели запаслись масками, а вот с детьми все сложней. Как заставить ребенка, представьте себе, целый день с утра до вечера в маске играть? В период, пока дети сидели на карантине, возможно, уже и родители приучили. Ну, я так думаю. То же самое и с социальным дистанцированием. Что такое дети в садике? Это рой маленьких пчелок, которые неугомонно жужжат и кружат друг вокруг друга во время игр. Как не допускать скученности? У воспитателя, оказывается, есть план. Пока один лепит за одним столом, другой рисует за соседним. Третий строит из лего в правом углу комнаты, четвертый мастерит поделку в левом. Понятно, что ничего из этого, скорее всего, не выйдет. И непоседы с такой скоростью перемешаются, что воспитатели не заметят, как и когда это произошло. Поэтому главное, чтобы в помещении соблюдалась чистота и было постоянное проветривание. Утром мы приходим и сразу влажную уборку делаем и открываем все окна. А потом, как это самое, начинаем кушать. Покушаем это, и сразу это самое, они идет. У нас есть это самое кружки, туда идет, няня остается, она все открывает и проветривает. Обычно летом дети мало ходят, потому что уходит бабушка, к дедушкам уходит. Поэтому опрос сделали, только желающих берем родителей. Сколько у вас групп набирается? У нас это с 15 до 18. И сколько именно групп вы откроете, планируете открыть? 14 групп откроется. Анализы прошли все ваши сотрудники? Да, анализы 38 человек прошли в сады. Всех все в порядке? Всех все в порядке. Наряду с родителями, которые слезно просили открыть детские сады, столько же, если не больше тех, кто решил
пока повременить с этой идеей. Боятся, не рискуют отводить детей в социум, понимая, что контакт между детворой будет очень тесный, а все они из разных семей, в которых взрослые бывают в разных местах, при разных обстоятельствах. Именно поэтому родителям, чьи дети вернутся в детсады, предъявят связанные с этим требования. Они должны будут указать фактически адрес проживания, были ли в контакте с больными коронавирусом и что обязуются не посещать места массового скопления людей и соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы в семье. Проверить это будет невозможно. Поэтому остается лишь уповать на проявление ими личной ответственности. Новый виток развития политики в Кыргызстане. Обновленная партия Атамекен под лозунгом «Новая сила» уверенно заявляет о своем участии на предстоящих парламентских выборах. Лидеры партии Атамекен, Ахшумкар, КЛДП, Рыскелди Момбеков от группы социал-демократов, Тилек Токтогазиев от общественного движения Джангыдем и Азамат Темиркулов от коалиции «Зеленых сил» объединились и подписали декларацию о стратегическом сотрудничестве. Сила, креативность и энергия молодежи, пройденный путь и опыт наших закаленных политиков. Теперь мы объединены в рамках единой политической силы. Объединение делает ставку на комбинацию прогрессивной молодежи и опыт профессионалов. С их помощью политический альянс намерен реально изменить положение дел в стране и дать новый импульс к развитию Кыргызстана. Новое время требует новых решений. Единственный законный способ для того, чтобы обеспечить политическую волю, политическое участие и управление для нашей платформы – это выборы. Все конструктивные силы, которые разделяют такое видение и понимают необходимость развития Кыргызстана в нынешних условиях, они являются желанными участниками нашей платформы. Мы объединились ради единства страны, а не для ее разделения. Единственный переворот, который мы хотим осуществить, это переворот в наших умах. Страна должна быть единой. Список политических сил, вступивших в объединение, и дальше будет расширяться. Уже сейчас с уверенностью можно сказать, новый Атамекен составит серьезную конкуренцию на предстоящих выборах. Я, как молодой политик, делающий свои первые шаги в политику, хочу сказать, что для меня большая честь делать этот шаг вместе с вами, в ваших рядах, в рядах чистых, патриотически настроенных граждан нашей страны. Я очень горд делать этот шаг вместе с такими опытными и сильными политиками, и я даже сказал бы, самыми грамотными политиками нашей страны. Для меня это большая честь. Подписанная декларация о стратегическом сотрудничестве – серьезная заявка на победу на парламентских выборах. Источники в партии сообщают, что в ближайшее время в их альянс вступят еще несколько весомых фигур, переговоры с которыми на стадии завершения. В Иссык-Кульской области готовятся к приему туристов в условиях пандемии. Как сообщил глава региона Акылбек Усманалиев, сейчас во всех пансионатах, санаториях и домах отдыха проводятся инструкционные работы по соблюдению санитарных правил. Сотрудники изучают алгоритм по безопасному приему туристов во избежание распространения вируса. Пансионаты и другие учреждения, принимающие отдыхающих, обязаны будут регистрировать своих гостей в специальном журнале. Перед этим туристы должны пройти проверку на предмет повышенной температуры. В одной комнате должны размещаться по одному посетителю, если они не являются членами одной семьи. На одного отдыхающего должно быть отведено 6 квадратных метров. Что касается компаний, занимающихся пассажирскими перевозками, для них введена форма регистрации с указанием контактных данных и места назначения. Напомним, запуск турсезона был объявлен с 1 июня, но основной поток туристов, по словам главы региона, ожидается, как правило, в конце этого месяца и в начале следующего. Поэтому во всех рекреационных объектах области все еще идет подготовка. Детские лагеря отдыха планируется открыть с 25 июня
после осмотра соответствующими специалистами. Что касается пункта пропуска во въезде в область, по словам Усманалиева, он продолжит работать немного в другом режиме, учитывая наплыв туристов. Теперь в нем будут регистрировать не всех, без исключения въезжающих граждан, а только тех, кто прибыл из зарубежных стран и граждан, приехавших из регионов Кыргызстана, считающихся неблагополучными. Я хотел бы обратиться к жителям нашей области, прежде всего к руководителям пансионатов и их сотрудникам. Вот сейчас наступает пора, когда мы должны быть очень ответственными. Если раньше нам было легко контролировать ситуацию, то теперь, когда к нам приедут тысячи туристов, мы должны четко выполнять все требования Минздрава. Иначе неизбежно обострение эпидситуации. К примеру, вот вчерашний случай в городе Каракол. Человек, который ранее прилетел из России, приехал из Аша в Каракол к своему другу, погостил у него и уехал обратно в Ош. В итоге в Караколе у нас вчера у 3 был выявлен коронавирус. Поэтому я предупреждаю, если у кого еще не закончился срок домашнего карантина, мы вас не пропустим через пост в Балыкче. Были у нас такие случаи. 2 граждан, которые недавно вернулись из Вьетнама, которым был предписан домашний карантин, приехали сюда и хотели отдохнуть в одном из пансионатов. Мы их на посту в Балыкче не пропустили, поэтому обращаюсь ко всем. Если у вас домашний карантин и вы живете, например, в Бишкеке, будьте добры, сидите там, дома, положенное время 14 дней, и только после окончания этого срока и лабораторного подтверждения отсутствия вируса, пожалуйста, приезжайте, мы вас с удовольствием примем. В Чуйской области за нарушение правил карантина наложено штрафов на общую сумму 135 тысяч сомов. Об этом во время онлайн-брифинга сообщила заместитель полпреда правительства в области Светлана Волкова. Согласно информации, проверено 683 объекта. На основании проведенных проверок по соблюдению и выполнению санитарно-эпидемиологических норм и правил выдано 472 предписания. Дано 45 предупреждений, выписано 96 штрафов. Кроме того, всем субъектам предпринимательства были выданы санитарные предписания. В Чуйской области за время пандемии коронавируса проведено 38 заседаний оперативного штаба. Для решения соответствующим структурам были даны протокольные поручения. На 5 июня в области количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса составило 141, из которых 35 завозные, 106 местных случаев. 37 граждан находятся под медицинским наблюдением. С выздоровлением выписано 100 человек. Сейчас они на домашнем карантине. По недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции к работе стянуты 3024 специалиста. Со стороны пограничной службы и правоохранительных органов ежедневно проводится хронометраж времени по пропуску грузовых автотранспортных средств через КПП Актилек автодорожной в сторону Республики Казахстан и обратно. Таким образом, обеспечивается ежедневно въезд на территорию Кыргызстана свыше 220 машин, въезд от 135 до 200 автомашин. Для недопущения скопления грузовых автотранспортных средств и ускорения процедуры пропуска на КПП откомандировано 18 военнослужащих, привлечено 8 медицинских работников. Проводится дезинфекция территории контрольно-пропускного пункта и стоянки автомашин. В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции силами подразделений МЧС области, областной местной власти проводится дезинфекция территорий населенных пунктов области, это зданий, сооружений и улиц. Духовное управление мусульман Кыргызстана разработало требования для мечети и прихожан в условиях пандемии. Напомним, накануне республиканский штаб сообщил, что с 8 июня разрешается открыть религиозные учреждения с условием, что они будут соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Муфтият обращается к верующим и призывает их с пониманием отнестись к временным требованиям. Прихожане должны носить медицинские маски, на входе у посетителей будут измерять температуру, запрещают рукопожатия и объятия. Прихожане должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра. В местах для совершения омовений и туалетах необходимо соблюдать чистоту и гигиену. Что касается рекомендаций, муфтият предлагает прихожанам приходить в мечети со своими молельными ковриками. Некоторые из намазов духовенство рекомендует читать дома и не задерживаться в мечети больше 20 минут. Если есть такая возможность, мечетям советуют проводить коллективные намазы не внутри помещений, а во дворе мечетей.
Китайские ученые выяснили, как больше всего передается коронавирус от человека к человеку. Согласно данным исследования Пекинского центра по контролю и профилактике заболеваний, чаще всего вирус передается через воздух во время разговора с зараженным человеком. Каждый час больные выдыхают миллионы вирусных частиц. При этом опасны для окружающих даже те, у кого нет никаких симптомов болезни. Вероятность заразиться коронавирусом через прикосновение к поверхности оказалась в разы ниже, чем ранее считали эксперты. Как оказалось, в дыхании больных примерно в 3 раза больше вирусных частиц, чем на любой поверхности контактировавших с вирусами предметов. Поэтому главный вывод ученых: если люди хотят, чтобы пандемия скорее закончилась, они должны непременно носить маски, ну и не забывать про гигиену рук. Отметим, масочный режим в нашей стране является обязательным, прежде всего в закрытых помещениях, но эти требования, к сожалению, выполняются не всеми кыргызстанцами.